Здравствуйте, ребята. Кто меня видит, слышит, ставьте плюсики. Угу. Так, жду всех. Угу, хорошо. Так, сейчас буду включать презентацию, включаю. Сегодня у нас урок чтения, и тема сегодняшнего урока называется «Великий кыргызский эпос Манас». Цели урока – знакомство с эпическим искусством кыргызского народа, расширение и углубление знаний об истории Манаса, заинтересовать детей, вызвать у них желание разучить стихотворение. Но прежде чем мы приступим к новой теме, давайте, ребята, мы с вами запишем в дневники домашнее задание. Так, учебник по чтению, авторазметель, страница 3-8, читать и пересказывать 3 главы «Сказания о Манасе», «Детские годы Манаса» и «Клятва верности Манасу». Так, записали домашнее задание. Страница 3-8. Читать и пересказывать. Так, все успели, да? Так, немножко подожду. Так, ребята, сейчас мы ничего не делаем, не пишем, только внимательно слушаем. Я думаю, что эпос Манас знаком всем кыргызстанцам, даже если не особо знакомы с содержимым эпоса, но слово «Манас» слышали, наверное, все. Кыргызский народ прошел очень долгий и трудный путь исторического развития и становления. Кыргызскому этносу в свое время посчастливилось создать собственную письменность, где проявился народный дух, отразилась вершина государственного национального объединения в виде кыргызского великодержавия. Но история оказалась безжалостной таким высоким достижением нашего народа. Последующие исторические события привели к разгрому и уничтожению большой части населения и стали причиной утраты самобытной письменности кыргызского народа древности. Казалось, такой народ должен был сойти с исторической арены, уйти в небытие, став одним из многочисленных этносов, прекративших свое существование. Но вопреки такому традиционному ходу вещей, кыргызский народ был наделен уникальным даром передавать исключительно устным путем накопленный предыдущими поколениями. Передача из уст в уста оказалась не только жизнеспособной, устойчивой, но и, на удивление, плодотворной и эффективной. Именно устное народное творчество кыргызов явило мировой сокровищницей культурного наследия, ярчайший образец уникальных произведений. Вершиной этому творчеству по праву стал монументальный эпос Манас. Давайте, ребята, с вами узнаем, что обозначает слово «эпос». Эпос – слово, повествование, героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни и представляющее
гармоническом единстве некий эпический мир героев-богатырей. Эпос «Манас» насчитывает более 500 тысяч стихотворных строк. Чтобы исполнить весь эпос, монасчи, сказители, должны были петь его в течение целой недели. Исполняется эпос «Манас» без сопровождения. Он состоит из 3 частей: Манас, Семетей и Сейтек, в которых рассказывается о подвиге 3 богатырей. Давайте сейчас посмотрим, дети. Эпос «Манас» состоит у нас из 3 частей. Первая часть называется «Манас», Батыр. Вторая часть состоит Семетей, это сын Манаса. Третья часть Сейтек, это внук Манаса. В первой части эпоса говорится о самом Манасе. Эпос рассказывает об истории изгнанного со своей земли кыргызского народа. Нашествие калмыков заставило кыргызов покинуть родные земли и перекочевать на Алтай. Среди изгнанников был человек по имени Джакып. У него родился сын, которого назвали Манасом. У Манаса был очень буйный и храбрый характер. В возрасте 7 лет Манас подрался с мальчиком-калмыком, но его отец все время твердил, что нельзя драться с калмыками. Тогда Манас сказал: «Отец, чем быть всю жизнь под властью врага, лучше погибнуть. Не удерживай меня». Повзрослев, Манас собрал большую армию и начал борьбу за освобождение родной земли от захватчиков. В этой войне армия Манаса одержала победу, но сам Манас был тяжело ранен давним своим врагом Канарбаем. Так и не поправившись после этого ранения, Манас умер. Во второй части эпоса говорится о сыне Семетея. История рассказывает о сыне Манаса Семетее, который отомстил за смерть отца, убив в бою Канарбая, давнего врага своего отца. Семетей изгнал захватчиков с родной земли, но тоже погиб в этой войне. В третьей части эпоса говорится уже о судьбе сына Семетея, то есть о внуке Манасе. Сейтек с раннего детства воспитывался в стане врага и не знал, кем были его отец и дед. Когда ему исполнилось 16 лет, он узнал правду. Сейтек продолжил борьбу за свободу и независимость своего народа. Эта борьба закончилась окончательной победой над врагом и стала началом мирной жизни кыргызского народа. Посмотрите, ребята, графику к эпосу рисовал художник Герцен Теодор Теодорович. Вот на первом рисунке мы видим самого Манаса. Так, здесь мы видим его сына Семетея. Так, а на третьем рисунке мы видим Сейтека. Посмотрите, какая у них была одежда.
Кто такой Манасчи? Манасчи – это сказители эпоса Манас. Из поколения в поколение сумели сохранить его до наших дней. Известными Манасчи были Саякпай Каралаев, Сагымбай Розбаков, Юсуп Мамай, Шипек Рысмендиев и другие. Какие герои есть в повести? Манас, предводитель кыргызов, Джакып, это отец Манаса, Каныкей, она была таджичкой, была женой Манаса, Аджибай, дипломат, Алмамбет, он был китайцем, китайского происхождения, был другом и военачальником Манаса. Бакай был дядей Манаса, он же был дипломатом, судьей. Кушой – советник и богатырь. Кыкчё – военачальник и воин. Чубак – военачальник и батыр. Ирчи – певец-сказитель. Сыргак – ближайший помощник и батыр. Давайте сейчас послушаем характеристику 3 героев эпоса Манас. Богатырь Манас был мудрым, добродушным, гениальным кыргызским потомком, который объединил всех растерявшихся племен кыргызского народа, защищал свободу Родины от врагов, пришедших со стороны, защищал единство своего народа. Каныкей – образ главной героини, жены богатыря Манаса. Каныкей – это идеальный образ женщины-матери, жены и друга, и воплощение лучших женских добродетелей. Но самая главная ее отличительная черта – это была верность, преданность и высокая нравственность. Разорванное она свяжет, рассыпанное соберет. Алмамбет. Китаец, брат Манаса по вере. Алмамбет был женат на Аруке, самой близкой подруге Каныкей. Военачальник, воюет на стороне кыргызов против своих соплеменников. Кыргызское войско на всех походах возглавлял именно он. Некоторые кыргызские воины не доверяли Алмамбету из-за его китайского происхождения. Братья переживают все жизненные события вместе, одновременно женятся и умирают. Пройти всех мы не успеваем. Маленькую часть описания героев мы сейчас послушали. А остальное, я надеюсь, вы сможете самостоятельно изучить материал. Давайте посмотрим. 7 заповедей Манаса. К чему призывал Манас? Первая заповедь – это единство и сплоченность нации. Второе – межнациональная сплоченность, дружба и сотрудничество. Национальная честь, патриотизм. Четвертое – через кропотливый и неустанный труд и знания к процветанию и благосостоянию. Пятое – гуманизм, великодушие, терпимость. Шестое – гармония с природой. Седьмое – укрепление и защита кыргызской государственности. Сейчас эти 7 заповедей в наше время тоже очень актуальны. Наш кыргызский народ тоже должен быть единым, сплоченным. Должна быть межнациональная сплоченность и дружба. Ну и самое главное, конечно, это укрепление и защита кыргызской государственности. Ребята, сейчас вы все внимательно меня послушали. Сейчас я буду вам задавать вопросы. Кто внимательно слушал, я думаю, что вы ответите.
Какой памятник стоит на площади Алатон? Кто скажет мне? Какой памятник стоит на площади? Так, Рашитов Дастан, правильно. Кто еще мне скажет? Так, Алджибаев Асламбек, правильно. Линара, правильно. Так, правильно. Многие отвечают правильно. Даяна тоже правильно. Конечно, это памятник Манасу. Какой памятник стоит у филармонии? Правильно, 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 молодцы. Ребята у нас все знают. Так, это тоже памятник Манасу. За что кыргызы так почитают Манаса? Первое, он победил Орду, которая опустошила землю кыргызов. Второе, благодаря Манасу у кыргызов есть своя территория. Третье, Манас объединил всех кыргызов. И четвертое, защищал бедных от богатых, как Робин Гуд. Какой из этих вариантов вы считаете правильным? Так. Угу. Так, Асламбек, правильно. Так, правильный ответ у нас. Манас объединил всех кыргызов. Правильный ответ. Манас объединил всех кыргызов. Сколько заповедей у Манаса? Мы только недавно с вами познакомились. 5, 9, 7, 6. Молодцы, ребята. Молодцы. Правильно отвечают. Молодцы. 7 заповедей у Манаса. Из каких 3 частей состоит эпос Манас? Первое. Манас Кошой Алманбет. Манас Семитей Каныкей. Третье. Манас Чубак Сейтек. Четвертое. Манас Семитей Сейтек. Какой вариант вы считаете правильным? Молодцы, ребята, молодцы. Все правильно мне отвечают. Конечно, это будет у нас 4-й вариант. Манас Семитей Сейтек. Значит, эпос Манас состоит из 3 частей. Угу. О чем повествует 3-я часть Манаса? Об Атыре Сейтеке, об Атыре Манасе, об Атыре Семитее или об Атыре Көкче. Так, молодцы. Правильно все отвечают, правильно. Вариант номер 1. Это о внуке Манаса, об Атыре Сейтеке. Какие места вы знаете, которые названы в честь Манаса? Какие места вы знаете, которые названы в честь Манаса? Жду варианты. Так. Правильно отвечают, правильно. Так, подсказываю вам. Аэропорт Манас, улица Манаса, университет Манаса у нас есть и вершина горы пик Манаса. Правильно ответили, да, ребята? Угу. Так, вижу ваши. Молодцы, хорошо. Посмотрите интересные факты. Манас включен в список
шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эпос вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире. Так, давайте мы сейчас с вами подытожим с вами. Сегодня мы с вами какую тему прошли, ребята? Тема сегодняшняя у нас была. Это эпос Манас. Правильно, ребята. Что мы сегодня с вами узнали на уроке? Сегодня на уроке мы с вами узнали, что эпос Манас состоит из 3 частей, что он входит в Книгу рекордов Гиннесса и ЮНЕСКО. Мы узнали основные заповеди Манаса, что эти заповеди тоже очень актуальны в наше время. Мы узнали главных героев Манаса. Также о приближенных Манаса мы узнали. И главная идея, как вы считаете, в чем главная идея этого произведения была? Главная идея Манаса это борьба кыргызского народа за свою независимость. Эта цель сохранялась и вела через все беды, невзгоды, сохранив сам дух народа, его веру в самое лучшее. Так. Давайте еще раз с вами запишем домашнее задание. Учебник по чтению «Авторазмитель», страница 3-8. Читать и пересказывать. Сказание о Манасе, детские годы Манаса и клятва верности Манасу. Я надеюсь, что сегодняшний урок был для вас очень познавательным и интересным. Пожалуйста, сегодня дома прочитайте основные детские годы Манаса, сказания о Манасе. И завтра мы с вами, на следующей неделе мы с вами встретимся. На этом у нас урок закончился. До свидания, ребята.